Сегодня мы проводим мероприятие, посвященное нашему дорогому, любимому и неповторимому отцу Джамалову Марату Мунеровичу. Марат родился 22 февраля 1956 года в городе Ташкенте в семье служащих. Его отец Джамалов Унер Баимбетович был ученым-экономистом, членом-корреспондентом, академиком Академии наук Республики Узбекистан. Мама Джамалова Калыгуль была очень аккуратной, трудолюбивой домохозяйкой. Детей в семье было 5, и самым младшим ребенком был Марат. Он родился, когда его отец уехал в командировку в Индию. Услышав такую радостную весть, он на крыльях прилетает в Ташкент. Ведь родился в семье после 3 девочек, еще 1 мальчик. Он был таким хорошеньким и кудрявым, как Пушкин. И поэтому в детстве его называли Пушкиным. Его все очень любили, не только в семье, но и в окружении. Это соседи, друзья, знакомые. Он был очень общительным и добрым мальчиком. В 1963 году он идет в 1 класс. Он умел хорошо дружить, ведь со школьной скамьи до сегодняшнего дня его истинными близкими друзьями являются Сааткуловы, Пулат и Диля, которые всегда были рядом в радости и в беде. В 1973 году он благополучно окончил школу номер 64, где работали самые знающие преподаватели своего дела, которые дали ему путевку в жизнь. Он очень любил книги, изучал историю. Особенно интересовал его древнеримско-греческий период. В этот же год он поступает в Институт автомобильно-дорожного строительства на факультет экономики. Во время студенчества он стал дружить с ребятами из такой же семьи ученых. Это были сыновья Гияса Умарова, Умаровы Гайрат, Аброр и Санжар, которые проживали в Махале напротив ирригационного института. А также другом ему стал сын академика Абида Сыдыкова, Улугбек. Несмотря на то, что они были все специалистами разных профессий и разных национальностей, их объединяло одно – это крепкая дружба. В 1976 году, после окончания института, начинаются его будни. Он работает в автоколонне начальником смены. Далее он работает экономистом в хлебобулочном комбинате. Затем младшим научным сотрудником в Институте труда при Министерстве труда и социального обеспечения Республики Узбекистан. Спустя некоторое время он понимает, что научная карьера не для него, и идет работать в народное хозяйство. Работал он также инженером-экономистом Узтрансгаза и заместителем генерального директора в Нефтегазтрансе. До 2004 года работал в крупнейшей организации Узбекистана – Узнефтегазтрансе. В 1986 году он встретил свою судьбу – девушку по имени Бибисара. По иронии судьбы, которая работала в Институте экономики АН РУП-УЗ, где этим институтом в течение 17 лет управлял папа Марата, Джамалов Унер Баимбетович. В институте Марата знали практически весь коллектив, сотрудники и персонал. В
Впоследствии они же и были инициатором знакомства молодых. Их познакомил Константин, который работал в одном отделе с Бибсарой и был очень хорошим приятелем Марата по Институту труда. В этот же год, в 1806, они поженились. В 1987 году, 7 июня, на свет появилась первенец Айденочка. Она была как 2 капли похожа на своего отца. Когда все говорили об этом, у Марата появлялись крылья за спиной. Он очень любил свою доченьку. Несмотря на работу, он уделял ей очень много времени, воспитывал и растил, отдавая всю свою любовь. В этот период времени он по работе очень часто ездил в командировки, и если он задерживался, Айденочка забиралась на подоконник и ждала. Весь день звала отца: «Папа, Кель, папочка Кель». В 1992 году, 6 мая, родилась вторая дочка, Асема. Она же унаследовала характер отца. Она росла бойкой, как мальчик, и умела на все раскрутить свою папу. Он ее очень любил и также посвящал все свое свободное время. Марат не чаял души в своих дочерях. Он очень любил свою семью. Он воспитывал своих дочерей быть вежливыми, открытыми и честными людьми. Дал им достойное образование. В 2010 году выдал замуж старшую дочь. В 2011 родилась на свет первая внучка Тамирис, которую очень ждал и любил. В 2013 родился первый внук Закирхан. В эти годы он уже был на пенсии и очень сильно помогал дочери с детьми, гулял, занимался ими, одним словом отдавал всю себя воспитанию внуков. В 2016 году родился третий внук Алихан, который как 2 капли воды был похож на Аташку. В 2018 году выдал замуж вторую дочь. В 2019 году родилась еще одна внучка, София, а в 2021 появилась на свет внучка Ясина. Сегодня у него 5 сладких, умных внуков, 2 внуков и 3 внучат. Как обычно говорят, друзей не бывает много, и у него также. По сей день остаются те же друзья, с которыми он начинал дружить с юного возраста. В жизни у каждого человека бывают тяжелые времена. Этот период жизни он достойно прошел с помощью семьи и друзей. Он не любил просто сидеть, сложа руки дома. Даже будучи в пенсионном возрасте, он работал бригадиром на заводе «Устцветмети». Последние годы жизни он там вел бурную общественную деятельность. Занимался строительством футбольной площадки на заводе. По жизни он был светлым человеком. Марат любил жизнь, был жизнерадостным и позитивным, рассказывал интересные и смешные истории и этим поднимал людям настроение. Марат любил путешествовать. Он был открытым и душевным, но уместно жестким и требовательным. А главное, ценил честность и порядочность. За это его уважали и друзья,
и в коллективе, и в кругу родственников, и в семье. Мы всегда будем благодарны нашему Отцу за счастливое детство. Пока жива память о человеке, жив и он сам. Память о нем будет всегда жить в наших сердцах.